Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Данил Медведев одержал победу над белорусом Егором Герасимовым в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Марселе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-4. В четвертьфинале россиянин, посеянный на турнире под первым номером, сыграет с итальянцем Янником Синнером, который имеет пятый номер посева. Матч состоится сегодня. В данный момент 25-летний Медведев является третьей ракеткой мира и обладателем 9 титулов ATP. Его лучшим показателем на турнирах серии «Большого шлема» является выход в финал. Итоги турнира в Марселе будут подведены 14 марта. Российские фристайлисты завоевали 7 медалей на третьем этапе чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который завершился в Алмате. Обладателями наград высшего достоинства стали Максим Буров, выступавший в одиночных соревнованиях по акробатике, Анастасия Смирнова, состязавшаяся в парном магуле, и российская команда, первенствовавшая в командных состязаниях по акробатике. Помимо этого, в активе россиян 1 серебро и 3 бронзы. После 3 этапов чемпионата наша команда идет на первом месте в общем зачете. На ее счету 12 медалей. Заключительный этап соревнований стартует сегодня в американском Аспене и завершится 16 марта. Футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед» дома со счетом 1-1 сыграли в ничью с итальянским «Миланом» в центральном матче 1/8 финала Лиги Европы. Счет на 50-й минуте открыл нападающий хозяев поля Амад Диалло. Ответный мяч на второй компенсированной минуте забил защитник Россонери Симон Кьер. «Милан» и «Юнайтед» встретились друг с другом в рамках Еврокубка в 11-й раз. Ранее команды одержали по 5 побед. Ответная встреча данного противостояния пройдет 18 марта на стадионе Сан-Сиро в Милане. Баскетболисты московского ЦСКА на домашней арене проиграли итальянскому «Милану» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра завершилась со счетом 76-84. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кевин Пантер, набравший 32 очка. У армейцев самым точным был Майк Джеймс, на его счету 21 балл. ЦСКА потерпел второе поражение к ряду и занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 побед в 28 матчах. «Милан» идет вторым и оформив 19 выигрышей в 29 турах. В следующем матче 18 марта армейцы в гостях сыграют с испанским «Реалом». Эдмонтон со счетом 7-1 обыграл Оттаву в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей хэт-трик оформил Леон Драйзайтель. По одному разу отличились Дарнелл Нерс, Джуджхар Хайра, Конор Макдэвид и Джеймс Нил. Единственную шайбу Оттавы забросил Евгений Додонов. Россиянин провел взятие ворот во второй игре подряд. На его счету 9 шайб и 2 передачи в текущем сезоне. Эдмонтон занимает второе место в таблице Северного дивизиона, набрав 34 очка. Оттава с 19 пунктами идет на последнем 8-м месте. В следующем матче команды вновь сыграют с друг другом. Встреча пройдет 13 марта на льду Эдмонтона. В Улан-Удэ накануне прошел первый соревновательный день чемпионата России по вольной борьбе. Программу соревнований открыли спортсмены весовых категорий до 57, 86 и 92 килограммов. Якутию в этих весах представили 11 борцов. К сожалению, ни один из них не пробился в финальную часть турнира. Однако шанс выйти в малый финал через утешительные схватки сохраняют 4 борца. Они выйдут на ковер сегодня. Также состязания начнут представители категорий до 70, 74 и 125 килограммов. В этих весах Якутию представят Виктор Рассадин и Николай Сивцев. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!